Никогда не казалось там, ну что это за маленькая роль, мне не доверяют. Нет, почему? Ну, нас воспитывали с самого начала, что сразу Гамлетов никто раздавать не будет. Это надо заслужить. С течением времени режиссер поймет, на что ты способен, на что ты вообще можешь, что ты из себя представляешь, и уже отталкиваясь от этого, он будет давать, либо не давать. Здравствуйте, дорогие телезрители и сянмисес! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И вашему вниманию мы представляем сегодня настоящую театрально-кулинарную премьеру с участием одного из ведущих актеров театра имени Качалова, заслуженного артиста Республики Татарстан Марата Голубева. Встречаем! Марат, приветствую вас! Привет! Спасибо, что пожаловали в наш кулинарный театр. Я пришел не с пустыми руками. У меня здесь куштанеш. Там программка спектакля «Женитьба», нашего премьерного спектакля, и пригласительные на него. Марат Голубев, заслуженный артист Республики Татарстан, актер Казанского академического Большого драматического театра имени Качалова. Родился 9 января 1978 года в Казани. Окончил актерский курс Российской академии театрального искусства при театре имени Качалова, курс народных артистов России и Республики Татарстан Александра Славутского и Светланы Романовой. В труппе театра с 1997 года. За время работы в театре им сыграно более 30 ролей. Среди них Качкарев в «Женитьбе» Гоголя, Слай в «Укрощении строптивой» Шекспира, Сгонорель в «Дон Жуане» Мольера и многие другие. Марат женат и воспитывает дочь. Еще раз спасибо. Ну что ж, чем удивите сегодня наших зрителей, которые смотрят программу еженедельно и записывают новые рецепты? Ага. Сегодня давайте мы с вами приготовим мясо по-казански. Значит, мы возьмем лук. Для начала. Да, я предлагаю вот так вот, прям вот так вот разделить. Значит, делаем его вот так вот пополам. Надрезики. Пополам и просто полукольцами. Всё понятно? Тоненькими. Слушай, ну, судя по настроему, да, и потому как ты вот красиво говоришь, то есть не первый день на кухне, я так понимаю, да? Не первый день абсолютно. Что готовит Марат Голубев? Расскажи зрителям. Ой, значит, Марат Голубев готовит, чтобы было вкусно и просто, самое главное. Не надо ничего переусложнять, все должно быть просто, Ну, вкусно. простота зависит от простоты продуктов или от самого процесса От приготовления? процесса приготовления, конечно. Марат, ну начнем с твоих истоков. Расскажи нам, пожалуйста, где ты появился на свет? В Казани я появился на свет. Номер роддома сказать не могу, потому что не Просто помню. назову улицу. Просто не помню. Хорошо, давай ближе к делу. Кем мечтал быть в детстве? Ой, я уже где-то рассказывал об этом. Ну, надо мной, конечно, посмеялись коллеги. Я хотел быть журналистом. Потом я хотел быть, актером тоже. Хорошим журналистом? Хорошим журналистом. Потом хотел быть актером. И самое нелепое, я хотел быть дальнобойщиком. А что помешало-то вот исполниться мечте стать дальнобойщиком или журналистом? Не знаю даже. Наверное, то, что я поступил в театральный вуз. Ну, сегодня кулинарное творчество у нас продолжается, лук Да. у нас готов. Так, да? Сейчас мясо, да, я так понимаю, к мясу переходим? Да, будем сейчас Очень мяско. красиво. Что делаем с мясом? Давай сейчас мы его вот так вот пополам сделаем, допустим, да? Половинку тебе, половинку мне. И по домам. И по домам. Спасибо за большую половинку. Да, пожалуйста. Как мы его разрезаем? Мы вот будем его поперек волокон делать, стараться такими тоненькими пластинками. Значит, вот тоненькими кусочками стараемся как можно тоньше. Если неправильно где-то срежется, это не страшно. Мы все это уложим аккуратненько просто, да. Если будет толстовато, мы просто вот так вот другой стороной ножичка. Можно отбить, да? Да, можно. Ну хорошо, с мясом все понятно. Продолжаем знакомство с Маратом. Так. Получал образование в Казани, да? Получал в Казани. Давайте конкретнее. Где? Конкретно, это Александр Яковлевич Славутский, директор и художественный руководитель нашего театра, открыл филиал московского ГИТИСа «Ратий». Вот. И я туда поступил. Сложно было? Было поступать и сложно, и страшно, и волнительно. Что исполнял там? Стихотворение читал, какой-то отрывок. Да, там был определенный набор необходимый для поступления. Вот, и там нужна была и песня, и басня, и стихотворение, и проза. Может быть, я что-то забыл уже, 20 лет прошло. Поступил, Поступил, да. окончил. Окончил. Но еще, когда поступали, я просто помню, что выходили объявлять тех, кто прошел в следующий тур, там 3 тура было. А, 3 тура. 3. И я помню, что я так
фамилии называет, моей нет. Я потихонечку С так, каждой секундой я настроение. так по стенке так сползаю потихонечку, мне же все хуже и хуже. И вдруг мою называют, как вот из-под воды просто выныривают, воздух ртом хватают. Вообще сложно учиться на актера? Ну, во-первых, это безумно интересно, конечно. Вот. Ну и сложно, конечно, В очень. чем самая главная сложность? Запоминать текст, Нет. плакать. Вот на самом деле у многих возникает один и тот же вопрос. Как вы учите Ну столько да, текста? да, вот это Как самое, вы- когда вот такие вот тексты дают и слово в слово. надо Конечно, повторить. конечно. Вот посмотрите, вот в «Женитьбе», да, у нас в спектакле, там же уйма слов просто. Как это все запомнить? А потому что запоминает текст не мозг, запоминает текст вся психофизика артиста. То есть ты буквально не только головой, но и телом запоминаешь его. Так, Марат, мясо у меня готово. Пока мы его тоже У отложим. меня еще нет, я еще не успеваю. Вот сейчас у меня уже на финишной прямой. То есть, но мы пока готовим ингредиенты, да? То есть Да, пока ничего не конечно, выкладываем. конечно. Мы Что выложим дальше всё мы потом. будем делать? Дальше шампиньоны будем, грибочки. Как мы их режем? Покажи, пожалуйста. Сделаем так. То же самое, как с луком мы поступали. Посерединочке. Вот так. И потом... Классика жанра. Да, конечно. Марат, поделись, пожалуйста, самыми интересными историями во время обучения в театральном институте. Вот за эти 4-5 лет. Что там было интересно? Дело в том, что мы, во-первых, обучались не 4-5, а 3 года. По сокращенной программе? Нет, нет. Это была не сокращенная программа. За это время мы успели изучить все, что необходимо для, так сказать, театрального вуза. Самый сложный предмет, он и остается всегда самым сложным, это мастерство актера. Вот, у нас как раз его вел Александр Яковлевич со Светланой Геннадьевной. Вот. Там вот как раз сложность в том, чтобы присвоить себе обстоятельства персонажа, вообще. Так сказать, научиться быть, а не казаться на сцене. Хорошо, все ли выпускники трудоустроились? Да, но не все по профессии. Марат, ну а давай вспомним твою самую первую роль или вот серьезное появление на сцене. В качестве кого был? На большой качаловской сцене. Вообще любое появление на сцене серьезно. Серьезно? А самый первый, дело в том, что нас начали занимать в спектаклях уже курса со второго, кого-то даже с первого. Вот, я, по-моему, со второго был занят. Ну, допустим, одна из ролей у меня была эпизодическая, конечно. Это была вот старая редакция спектакля «Роковые яйца». Я был там охранником, вот, который охранял яйца в аппарате. Вот. Никогда не казалось там, ну что это за маленькая роль, мне не доверяют. Нет, почему? Ну, нас воспитывали с самого начала, что сразу Гамлетов никто раздавать не будет. Это надо заслужить. С течением времени режиссер поймет, на что ты способен, что ты вообще можешь, что ты из себя представляешь. И уже отталкиваясь от этого, он будет давать, либо не давать. Так, грибочки мы пока убираем в сторону. Да. Так, перекладывай. Переходим к картошке. Картофель делаем точно так же, Пополам. пополам. Дальше. И тонюсенькими кусочками пытаемся все это делать. А-ля на чипсы. Да. на Марат, чипсы. но все-таки серьезная роль, после которой ты пришел домой и сказал: мама, а я вчера играл какого-то персонажа. Я думаю, вот последняя роль Качкарева в спектакле «Женитьба», потому что была проделана огромная работа. Вообще, сколько месяцев готовится премьера? Ой, по-разному, по-разному. Ну, средние сроки. Год, полгода, 3 месяца. Ну, вообще работа изначально, она может начаться, я не знаю, за 3 года до осуществления. Там, я не знаю, можно очень долго разбирать, возвращаться к материалу. Значит, пока забывать на время о нем. Что-то там меняется в процессе, там, я не знаю, в голове у режиссера, например. А бывает, что вот ты репетируешь роль, а потом режиссер говорит: нет, извините, Марат, это не ваша роль. Может быть. А почему нет? Может Не быть. бывает обиды в таком случае? Вот у меня вообще в этом сезоне, конечно, пара сюрпризов была. То есть изначально я не должен был быть задействован в спектакле «Укрощение строптивой», это наша первая премьера этого сезона. Вот, а потом, вот волею случая, Сюрприз. да, сюрприз. И я теперь занят там. Вот. А второй сюрприз — это то, что я изначально не должен был играть Качкарева, а должен был играть лейтенанта морской службы в отставке Балтазара Балтазарыча Живакина. Но вот А кто из этих персонажей ближе? По духу. Живакин либо Качкарев. Да. Ну, скажем так, Живакин очень интересный персонаж. Это пьяница, но
так как у меня уже в моем репертуаре пьющих сыгранных людей уже было достаточно, мне, в принципе, Качкарев как бы приглянулся больше. Но, будучи трезвым человеком, сложно ли играть пьяным? Сложно, конечно, сложно. Сложность в чем? В том, что, играя пьяного, нужно иметь очень трезвые, четко соображающие мозги, потому что за любой раскоординацией ты должен следить с двойным вниманием. Марат, ну а в целом, как прошла премьера? Как зритель принял? Хотя я, конечно, знаю, что сейчас скажешь, все было шикарно, зрители в восторге, потому что в театре Качалова так всегда бывает. А иначе и не скажешь. Да. Так и бывает. Всё Ну а правильно. вот сами актеры остались довольны? Да, конечно, мы все довольны, счастливы, замечательный спектакль у нас. Просто как всегда радостно наблюдать, когда твои труды таким успехом в результате пользуются у зрителей. Это как мы собирали этот механизм, собирали, вдыхали в него жизнь, и вдруг он встал и пошел. Так что, дорогие Своей дорогой. телезрители, как говорится, чем 100 раз услышать, один раз лучше увидеть. Приходите в театр Качалова и сами насладитесь лучшими спектаклями. Ну а нашу кулинарную передачу мы продолжим обязательно, дорогие друзья, после небольшой паузы. Дорогие друзья, продолжается наша театрально-кулинарная премьера, и сегодня мы готовим вместе с Маратом Голубевым, заслуженным артистом Республики Татарстан, ведущим актером, одним из ведущих актеров театра имени Качалова. Готовим мы сегодня мясо по-казански. Порезали говядину, картошечку, грибочки. Осталось у нас овощи, то есть помидорчики. Да, помидорки. И сыр. И сыр. Что делаем? Значит, давай сейчас дай, пожалуйста, противень, я буду все выкладывать слоями. Есть у нас любимый антипригарный противень. Именно сегодня мы им воспользуемся. Замечательно. Пожалуйста. Замечательно. Значит, То есть ты уже начнешь формировать блюдо. да, потихоньку начну. А ты в это время, пожалуйста, порежь помидорки. Помидорки. Точно так же, как мы Пополам? поступали, да, и с картошкой, и со всем остальным. Так, хорошо. предельно Так, просто. тебе масла нужно будет чуть-чуть? Да, немножечко. У нас есть кысточка. Кысточка, я думаю, не по... Ну, хотя давай. В первой части программы мы поговорили о театре, поговорили о том, как Марат Голубев стал известным актером. А сейчас мы поговорим о добром, любимом, о семье. Мы тебя поздравляем с рождением дочери. Ой, Это было в спасибо. прошлом году. Замечательное событие. Ну, родилась дочь, Маргарита. Да, Маргарита, да. На кого похож? Сначала казалось, что на жену, на Диану. Но теперь кажется, что на меня. Кстати, ну, расскажи нам про супругу. Она тоже из театра? Нет, она не из театра, но благодаря Так, я могу театру, взять? да, благодаря театру мы с ней познакомились, потому что она ходила на все наши спектакли и будет ходить в дальнейшем тоже. Да. Поклонница все-таки. Да, Добилась. да. Ну, а вообще, кстати, жена не ревнует к театру? Все-таки Нет. иногда же ведь ты с утра уходишь, ночью пришел там после репетиции. Нет, абсолютно. Она абсолютно понимает вообще, с чем связана моя профессия, с тем, что постоянно меня нет дома, что я прихожу только ночевать практически. Вот. Нет, она хорошо относится. Она любит театр очень. То есть поддержка стопроцентная дома. Да. Значит, сейчас я буду вторым слоем после лука Угу. выкладывать нашу замечательную говядину. Мясцо. Мясцо. Вот так вот. Кстати, Сначала. а вот по поводу посолить, поперчить, это попозже чуть-чуть? Это да. Ну, мы сейчас вот мясо я выложу, и мы его... Уже можно будет солить. Да. Какие-то специальные специи используешь здесь? Нет, вот я еще раз говорю, чем проще, тем лучше. Так, Марат, помидорчики у нас готовы. Супер. Так, остается сыр. Угу, да, необходимо его натереть. На крупной терке можно. На крупной терочке. Да, конечно. Все равно все это расплавится. Марат, есть у меня очень интересный вопрос. Вот премьеру «Женитьбу», да, поставил у нас кто? Илья Саныч Славутский, да. Все-таки вот его работа от старшего Славутского отличается? Подходы какие-то при постановке спектакля? Раскрой нам секрет. Ну, вообще, стили у них очень похожие. А И- темпераменты? и темпераменты тоже похожие. Ну, и там, и здесь присутствует всегда очень-очень глубокий, серьезный разбор любого произведения, которое мы ставим. Прям вот до мелочей. Что касается не только, допустим, текстов, персонажей и так далее, это же самое касается и костюмов, и реквизита, то есть вот до мельчайшей вот пуговички, они сами все и бегают, покупают, выбирают, примеряют. Не, ну при То этом есть ведь Илья, он же еще играющий тренер, можно сказать, он же сам актер. Но если выражаться спортивным языком, да. Это как ты считаешь, это мешает все-таки или нет? Или Нет, наоборот помогает? Ни в коем случае. Помогает, конечно, так как он самый играющий, так сказать, тренер. Ага. Вот, он понимает, каково быть в шкуре артиста. И он как бы всегда может поставить себя на наше место. Так, но нам здесь не хватает соли. Да. И
черного перчика, да? А там смесь, да, по-моему, есть? Есть и смесь здесь, пожалуйста. А давай смесью. Так. Тогда же повкуснее Вот будет. здесь вот еще у нас есть для приправы, ну такая, она такая Шикарно. Всё посыпь. Все пойдет туда. Все пойдет, все посыпем. Так, у меня еще немножко остался сыра Ага. сейчас. Слишком много солить не нужно, потому что сыр соленый. То есть в этом тоже есть определенный, да, секрет? Конечно, во всем нужна мера. Так, у меня еще был вопрос по поводу режиссеров. Мгм. Вот бывает ведь у вас и приезжие ставят спектакли. Бывает. Как работается с ними? Сложно, интересно, сложно. Свои роднее. Свои родни, да? Да. Сыр у нас тоже готов. Отлично. Так, следующий слой после мяса. Давай сделаем это вместе. Будем делать грибы. Грибочки. Эх, прям вот так. Легким движением руки. По-богатому. Сейчас с горкой у нас получится. Но грибочки ведь они потом уварятся, да? Да, конечно. И сейчас разровняем, у нас потом идет картошечка. Да. Ну и один из вопросов, который мы еще не обсудили, это, конечно же, гастроли. Так. Наш любимый театр имени Качалова гастролирует часто, много. Да. И одна из излюбленных площадок это, конечно, город Марсель, Франция, да, насколько я знаю? Ну да. Ну почему одна из излюбленных? У нас и другие города тоже любимые есть. Ну, в принципе, везде, где мы были, нас принимали, ну, просто с восторгом. По-другому не скажешь, потому что это правда. Слушай, ну как вот завоевать зрителей? Вы же привозите иногда одни и те же спектакли. Да. Совершенно верно. Да. А я сам удивляюсь. Как вот приходят люди Ага. и радуются, каждый раз радуются. Удивительно просто. Не знаю, вот такие, значит, хорошие у нас Так, мы, спектакли. может, немножко здесь добавим соли, да? Да, давай. Но все-таки зритель, вот европейский, ну как отличается и чем отличается от нашего? Ну, сейчас скажу шутку, скоростью реакции. Ага. Просто потому что они, когда не русскоговорящие, у нас приходят и русскоговорящие тоже в Марсель, вот, они реагируют нормально обычно, как все наши зрители, а русско-неговорящие, Ага. они вынуждены смотреть на подстрочник, который Перевод, да? проецируется. То есть они на сцену, туда, на сцену, туда. О, смешно, они засмеялись, допустим. Эти уже отсмеялись, вторые начинают. Ну, мне кажется, как в Камаловском театре, Да, тоже да, да, да. через перевод все, да? Но самое главное, что реакция есть у тех и у тех. Есть, однозначно. Так, но между тем у нас последний слой Так, нашего блюда. разравниваем Помидорчики. всё Так, и затем, наверное, сыр, да, у нас идет? Сыр, да, но мы его, наверное, добавим в конце готовки. Чуть позже. Чуть позже, да, где-то примерно минут за 10-15, потому что иначе он проплавится весь вовнутрь. Все готово, и мы отправляем наше блюдо в духовочку. Не совсем так. Мы сначала накроем его фольгой. Ага. Так, фольга у нас есть. Есть еще небольшой секрет. Профессионалы его знают. Все-таки фольга, она имеет ведь две стороны. Да, две стороны. Вот нужно к блюду, Мгм. чтобы была ближе вот эта сторона, То есть которая более блестящая. Более блестящая, да? Так, примерно вот так хватит, да? Ну да. Оп. Пожалуйста. Остальное сам. Ладно. Сколько Здесь готовится наше блюдо и при какой температуре? Я думаю, что у нас вот стоит 250 градусов здесь. Этого будет достаточно. Оставим в духовке где-то примерно на час. И примерно через 50 минут мы добавим туда сыр. Абсолютно верно. Отправляем в духовочку. Так. Опа. Так, закрывай. Ну и Закрываем. пока у нас есть время, я предлагаю, Мара, приготовить быстренько вкусный и легкий салатик к нашему блюду. Согласен. Мясо по-казански. Мясо нарезали тонкими пластами поперек волокон. Лук полукольцами, а картофель и помидоры полукружочками. Грибы нашинковали тонкими пластинками, сыр натерли на крупной терке. На смазанный растительным маслом противень выложили подготовленные ингредиенты. Сначала лук, затем мясо, которое мы приправили специями. Далее слой грибов, картофеля и помидоров. Содержимое противня накрыли фольгой и поставили в духовку на 1 час. А за 10 минут до конца приготовления блюдо посыпали тертым сыром. Марат, я предлагаю салат сделать из того, что у нас осталось. Это огурчики, помидорчики и зеленый лук. Великолепно. Кстати, у него есть название, это признанное название, салат по-ахмедяновски. В книге нашего известного татарского повара Ахмедянова в разделе салата он идет самым первым. Отлично. Легкий, вкусный, быстро готовится. Начнем? Так, лучок. В принципе, можно здесь все резать более-менее крупно, от Да. этого только он будет краше. Конечно. Так. Ну и пока у нас есть время, поговорим о премьерах. Ведь год юбилейный. Год юбилейный, с чем мы еще раз всю труппу театра и руководство поздравляем. Спасибо. Какие еще сюрпризы в 2017-м ожидают зрителей нашего любимого театра Качалова? Еще у нас в планах спектакль по Булгакову
под названием «Бег». Ставить его будет Александр Яковлевич Славутский сам. Вот. Премьера будет в этом году. Ну, кроме подготовки к премьере, все-таки, наверное, гастроли-то продолжаются? Конечно. Весной? Конечно, будут. Да, вот, например, мы должны будем поехать в Питер со спектаклем, по-моему, «Женитьба Фигаро» мы ведем. Но продолжая тему гастролей, будь то это Санкт-Петербург или Марсель во Франции, там готовить вообще успеваете? Или есть ли какая-то традиция на гастроли готовить самим? А во Франции это вообще отдельный случай. Дело в том, что там отель квартирного типа. Там есть плита, там есть микроволновка, там все есть. Ну а приготовленной едой вот иностранцы-то угощали? Нет, они нас угощали, мы их нет. Самое главное, ведь готовить, наверное, прежде всего для себя. Конечно. Так, мы тоже готовим сегодня для себя, с любовью, с хорошим настроением. Да. С чем будем заправить салат? Вот есть у нас масло, Отлично, масло. в принципе, есть и майонез, и сметана. Не, но не нужно, не нужно. Давайте все-таки придерживаться здоровой, нормальной пищи, поэтому Так, мы чуть-чуть растительное масло, маслица. чуть-чуть. И я предлагаю, вот лимончик есть, можно лимончиком. немножко пожалуйста. сбрызнуть. Эксперимент. Мгм. Я так еще не делал, но говорят, нормально получается. Извините, на мне стоят эксперименты дожили, друзья. Но когда это делают заслуженные артисты, то, в принципе, позволительно. Последний штрих. Так, посолим немного. Мгм. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Салат готов? Да, я думаю, да. Дорогие друзья, прямо сейчас мы попробуем и первое блюдо, И второе. и второе. Все логично. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на Ютубе. Марат, ты подписан на наш канал на Ютубе? Конечно. Молодец, Марат. Следуйте ему примеру, а мы сейчас будем пробовать. Будем. Мясо по-казански и салат по-ахмедяновски. С чего начнем? Конечно, с мяса. С мясом. Конечно, с мясом. Конечно. Так, внимание. Так. Кто первый? Лучше даже, чем дома. Очень, очень получилось сочным мясо. Очень мягким. Да. Либо секрет в том, что мы его порезали очень тонко, либо в том, что мы накрыли его фольгой. Да. Но все это правда, и все это очень вкусно. Здорово. Молодец. Зрители не простят нас, если мы попробуем салат. Конечно. Все-таки оригинальная заправка из лимона и масла. Попробуем. И Вполне. никакой сметаны с майонезом не нужно. Не надо. Согласен? Марат, хочешь тебе сказать большое спасибо. Мне кажется, да не кажется, уверен, наша сегодняшняя кулинарно-театральная премьера состоялась. Состоялась на ура, все очень было вкусно. Ну, я запиваю наш любимый традиционный татарский напиток катык. Да. Говорю тебе до новых встреч. Хорошо. И у тебя есть уникальный шанс красиво завершить программу. Я предлагаю закончить нашу замечательную программу словами моего персонажа, Абрамчика из «Квадратуры круга». Ужасно жрать хочется. Это была программа «Секреты татарской кухни». Сегодня с вами были Марат Голубев и Руслан Шарафутдинов. Сау Дуслар. Пока-пока. Приятного всем аппетита.